5 марта состоялась очередная встреча главы республики Егора Афанасьевича Борисова с жителями города Якутска. На встречу также были приглашены руководители министерств и ведомств исполнительных органов власти. С вопросом о бесплатном лекарственном обеспечении для больных, перенесших трансплантацию или удаление печени, к главе республики обратилась Туяра Дьячковская, представляющая их интересы. По ее словам, необходимый препарат под названием Програф, который ранее проходил по льготной федеральной программе, сейчас уже исключен из списка бесплатных лекарств, и вместо него больным предлагают дженерики, так называемые аналоги. Некоторые вынуждены их принимать, а те, у кого есть деньги, а препарат стоит не менее 5000 рублей, причем в Москве, закупают его сами. Больных, перенесших пересадку печени в республике, насчитывается 30 человек. По словам министра здравоохранения Александра Горохова, сейчас сложилась такая ситуация, что некоторым больным заменяемый аналог препарат, то есть дженерик, не подходит и плохо переносится. По его словам, министерство предусматривает средства в республиканском бюджете для закупки оригинального препарата Прографа. В прошлом году на это было выделено 8 миллионов рублей. Но на всех больных этой суммы не хватает. Оказалось, что 23 человека из больных получают Програф, а остальные 7 человек дженерики. В год для одного человека нужно в среднем 36 упаковок. В этом году для закупки препарата было выделено только 5 миллионов 700 тысяч рублей. Егор Афанасьевич потребовал решить этот вопрос, поскольку на кону жизни людей. Им передайте, наверное, кто-то может подойти, кто-то не может, просто передайте, что мы их полностью закрываем. Чтобы люди не волновались, спокойно, по той рекомендации, которую они получили изначально, на Програф, они пусть получают это. Ну и главное, все-таки часть, которую получает токролимус, я считаю, что вот они сейчас нормально ее переносят, и им хорошо, мне кажется, тоже... Еще раз говорю, если для здоровья человека надо это решить, надо решить. Не торгуйтесь в этом плане. Они же прямо говорят, что тем более изначально заложено, что аналоги запрещены там. Выписки черным по белому написано. Хорошо. К главе республики также обратился инвалид второй группы Григорий Макаров, который просил главу республики поднять вопрос о причислении к статусу ветеранов Великой Отечественной войны граждан, перенесших радиацию, чтобы выплаты по льготной программе были выше. Егор Афанасьевич пообещал направить соответствующее письмо в федеральную структуру, ведущую данным вопросом. По итогам встречи глава Якутии Егор Афанасьевич Борисов велел руководителям министерств и ведомств республики разрешить вопросы обратившихся граждан. Надежда Ефимова, Иван Тайтонов, ЕСЯ.